Здравствуйте, дорогие коллеги! Очень рада всех вас приветствовать, рада видеть в добром здравии всех. Теперь, чтобы не терять время, сразу перейдем, наверное, к представлениям, да? Очень рада познакомить вас с Аллой Пересоловой. Это эксперт международного класса. Вот тот человек, которому хочется так сказать, потому что все 20 с лишним лет она проработала в системе ЮНВТО. Не хочу говорить X, потому что X не бывает. Это руководитель программы «Шелкового пути» ЮНВТО. Мы учились под руководством Аллы, были самые замечательные тренинги в Мадриде, Валенсии, и благодарны за тот опыт международный, межрегиональный, который мы тогда получили. Здесь с нами команда нашего проекта. Алла, вкратце я вам рассказывала. Про проект мы подробнее расскажем чуть позже. Здесь Урмат Такиров, Гульмира Маматова, Эмиль Юсупов, Асипа Алтмышбаева, наши коллеги из ПРОН, представители ПРОН Кыргызстан, СОСО Кыргызстан, я, Айша Мамбеталиева, Мурзабек Озубеков, мой коллега, и Улан Уметов, мой коллега. Вот, поэтому, наверное, приступим, наверное, к знакомствам, да? Ну, вы как гостья, наверное, дадим вам слово, Алла. Добрый день всем. Очень приятно. Большое спасибо за приглашение. Очень приятно виртуально побывать вновь на киргизской земле. И, ну, мне вот немного то, что я смогла, так скажем, понять из вашей презентации. Очень интересный проект, очень своевременный, конечно. Надеюсь, что мы все выйдем из кризисной ситуации, которая сейчас продолжается. Я с вами разговариваю, можно сказать, из бывшего эпицентра коронавируса. У нас сейчас начинается европейский туризм на пляжах. Ну, с этим в связи новая волна начинается, но уже все как-то больше под контролем. И все-таки туризм для Испании, например, где-то, по-моему, 13 или 14% ВВП составляет. То есть очень много рабочих мест зависит. И сейчас предпринимаются большие меры, так скажем, и государственные, и на частном уровне, и большое лобби туристское сейчас разговаривает с правительством, чтобы сохранить рабочие места в туризме. Вот это вот, конечно, очень необычное время, но оно дает возможность многим дестинациям по-новому посмотреть на туризм, занять новые позиции на мировом рынке. Я думаю, что у Кыргызстана как раз большие возможности по этому поводу. Но я не хочу занимать много времени, просто хотелось сказать эти слова, потому что мы вступаем, несомненно, в новую эру, и вот сейчас новый термин, как вы знаете, существует, новая нормальность. Вот в нее мы сейчас вживаемся с новыми протоколами. Вообще Испания была лидером по созданию протоколов санитарных для туризма. Они создали 21, то есть протоколы санитарные для 21 подсектора туризма. Поэтому, если вам нужно посмотреть на эту сторону, смотрите на эту сторону туризма, смотрите на Испанию, потому что Испания сейчас эти протоколы санитарные принесла в ИСО, международную организацию по стандартизации, где они руководят комитетом по туризму и сопутствующим услугам. И сейчас они рассматриваются вот на таком всемирном уровне и, возможно, будут приняты как основа международных протоколов. И, конечно, вот будущее туризма во многом зависит от сейчас изменения вот этих вот подходов санитарных. А главное, что, так скажем, восстановление как бы доверия к дестинации. Но, слава богу, Кыргызстан, с одной стороны, не слишком известен
в мире. Это большое счастье, в общем-то, сейчас. Этим можно воспользоваться. И не столь связан с образом коронавируса, как Испания или Италия. И, возможно, это вот такой будет такой конъюнктурный, как бы, advantage, да. Но, в общем, мы вступаем, конечно, в очень интересное время для туризма, не только для человечества, в общем, но вот для сектора туризма очень интересное время, потому что вопросы, вот, конечно, устойчивого развития, действительно устойчивого, такой не просто высокие слова, станут и уже становятся одним из главных факторов вот, конкурентоспособности. На этом я закончу свою речь. Я надеюсь, у нас будет больше времени, так скажем, это обсудить. Я очень люблю Кыргызстан. Давно не была у вас. Просто я думаю, что, конечно, вот ваш проект, то, что я видела, он очень, конечно, своевременный. Но очень большая работа на местах. Я понимаю, что не знаю, насколько вы его уже начали физически воплощать. Вот мне было бы очень интересно узнать, на каком этапе это сейчас. Так что я очень открыта сейчас, чтобы послушать это. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо. Спасибо, Алла. Спасибо. Благодарю человека, который уже знает, сразу начал с правильной темы. Благодарю, да, спасибо. Давайте дадим слово Урмату. Урмат нам расскажет вкратце по проекту, и потом я вкратце расскажу, чем мы сейчас занимаемся, и потом можем спокойно поговорить. Спасибо. Добрый день, Алла, добрый день, участники, коллеги. Я тоже рад принять участие в сегодняшнем обсуждении. Я вкратце хотел бы дать информацию о нашем проекте. Наш проект называется «Содействие торговле в Центральной Азии». Мы работаем в Кыргызстане и Таджикистане. Наш проект длится до 2022 года и финансируется правительством Финляндии. Наш проект – это уже 4-я фаза проекта. До этого, почему он называется Aid for Trade или «Содействие торговле», потому что есть глобальная инициатива, которая была начата Всемирной торговой организацией по продвижению, содействию торговли, развитию и интеграции цепочек поставок и так далее. В рамках нашего проекта мы работаем в 2 компонентах. Первый компонент – это создание бизнес-среды для торговли, которая направлена на сокращение бедности. Здесь мы работаем с институтами поддержки торговли, такие как Агентство по продвижению и защите инвестиций, которые уполномоченным органом являются по продвижению экспорта товаров. Также Департамент по туризму при Министерстве культуры, информации и туризма, который уполномоченным органом является по продвижению туризма, экспорта туризма, туристических услуг. Также бизнес-ассоциации, также торгово-промышленная палата. Во втором компоненте, в рамках которого мы осуществляем работу именно по развитию цепочек добавленной стоимости, у нас отобрано было в 2019 году 3 цепочки. Эти цепочки, среди них одна из цепочек – это цепочка по приключенческому туризму. Почему были отобраны именно цепочки туризм, приключенческий, мед натуральный, миксы сухофруктов, орехов и овощей сушеных? Потому что есть у нас критерии по именно отбору тех видов деятельности экономической, которые имеют наибольший эффект для создания рабочих мест, наименьшую инвестиционную емкость, именно капиталоемкость, где есть у нас в стране потенциал, где имеются также такие тематические перекрестные вопросы устойчивого производства и ведения бизнеса, связанные с зеленой экономикой. То есть данные цепочки были отобраны как зеленые нишевые цепочки добавленной стоимости. Поэтому мы в рамках нашей деятельности с начала года планировали именно начать эту работу. И вот, к счастью, мы сотрудничаем сегодня с Кыргызтуризмом, именно с командой Айши, Мырзабека, Улана по данному направлению. Мы будем работать в 4 провинциях, областях нашей страны. И надеемся, что
к середине 2022 года у нас будут уже хорошие результаты. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, вы работаете с очень опытной командой. Айши себя во всех наших проектах ЮНВТО, в которых она была задействована, и проектах в обучении и так далее, себя показала очень активным, динамичным таким лидером, скажу. Так что Спасибо. вы выбрали правильных партнеров. Ну вот интересно, скажите, а вот мед вы упомянули. Мед как-то вы соединяете с приключенческим туризмом или это отдельная совершенно сфера? Ну, у нас как бы, смотрите, у нас нету таких прям задач стоит, чтобы связывать эти все цепочки. У нас они идут перекрестно именно по региональному распределению. То есть мы работаем в 4 областях нашей страны, и в тех же областях будут работать и эти остальные цепочки. То есть у нас по меду отобрана компания, также очень опытная, называется Тест-центр, который занимается именно консультациями, extension services для фермеров в регионах, и они очень сильно представлены у нас в южных регионах. Это у них офис головной находится в городе Ош. Также у них есть проекты, реализованные в Джалабадской области. И сейчас они очень много тоже реализуют в Иссык-Кульской области проектов, поэтому это достаточно опытная, сильная команда, с которой мы работаем. Но в части именно связки отдельных цепочек пока мы не видим. Но я уверен, что любой туризм, он еще направлен на гастрономические вещи, на потребление местной продукции, которая зачастую интересно также является частью, так скажем, вот этого пакета, да, туристических впечатлений о стране, входит как часть, кластерная часть цепочки по туризму. Да, потому что мед вообще очень хорошо вписывается в приключенческий туризм, скажем так, посещение пасек, это особые такие впечатления, experience-based tourism, да, на этом основе. Это очень хорошо, и но... Мы можем подумать, наверное, когда мы будем отбирать уже наших как бы партнеров и бенефициаров на местах для цепочки добавленной стоимости по меду, мы, наверное, будем связывать как-то с местными игроками, кто будет у нас на территориях реализовывать именно проекты по приключенческому туризму. Почему? Потому что для нас будет очень важно, чтобы шла перекрестное, так скажем, продвижение услуг и товаров наших клиентов нашего проекта. Да, действительно, это так. Мы вчера как раз встречались с облгосадминистрацией Токтогульского района и тоже предложили, там родина меда, Токтогульский мед, это такой бренд. И тоже вот зародилась идея, что мы могли бы сделать цельный турпродукт там вместе с пасечниками, там проживание, вместе они идут на эту качку, да, то есть это тоже может быть чем-то очень интересным. На данном этапе, если я вкратце уже начну про проект, идет исследовательская такая работа. Мы решили проанализировать вообще состояние рынка на данный момент и с таким большим охватом взяли и туроператоров, и ассоциации, и местных игроков туристического рынка. Это гиды, и водители, и гостевые дома, и районные администрации. То есть мы со всеми провели интервью, экспертное мнение послушали, видение их, и вот теперь складывается у нас картина, вот именно куда направить свое движение. Не так, чтобы там это, да, галопом по Европе, а точечно. И еще опыт показал то, что, в принципе, сильные... Будьте здоровы. Спасибо. Что сильные лидеры на местах, они могут вот как буфером вытянуть остальных. Это показал пример и CBT, и Community Development, и дестинации, что, в принципе, если он будет сильный, устойчивый лидер, он может за собой повести людей. И тоже будет интересно послушать ваше мнение. Мы решили с этих регионов отобрать как минимум 16 сильных лидеров. Мы их потом будем прокачивать
Имеется в виду хотя бы поднять на уровень бишкекских туроператоров, потому что мы же-то все самоучки туроператоры, да, но столько как бы опыта можно за короткое время передать. Это будет не просто обучили и отправили, да, вот эти наши краткосрочные тренинги или обучение, а целый месяц это будет интенсив-курс, начиная с английского языка, там логистика в туроператорском офисе, менеджмент, маркетинг, то есть мы все-все-все, создание новых контентов, SMM, то есть постараемся за короткое время их прокачать. Потом во время интервью вышли такие интересные идеи самих туроператоров, они тоже заинтересованы работать с местными людьми, они говорят, а почему бы нам не стать менторами, то есть мы можем вести этих людей, потом их турпродукты продавать, да, то есть уже новые возможности открываются. Ну и то, что в течение этих 2 лет все эти 16 турлидеров, скажем так, региональных, будут на местах как бы качать дело, стараться вести работу, и у них есть определенные обязательства перед сообществом, то, что они будут заниматься социальной мобилизацией, заниматься какими-то вещами, которые порой в бизнесе иногда забываются, да, такой социально ответственный бизнес. Это будет определенный баланс и комьюнити, и экологии, и бизнеса, скажем так. Подход такой, надеемся, что это даст определенные результаты, и в течение 2 лет мы будем сопровождать эти турпродукты, этих людей, и постараемся как бы вывести на уровень того, чтобы они могли сами продавать свои турпродукты, найти новые каналы продвижения, да. Как-то так, то есть передать свой опыт и практически поддержать местных, региональных, маленьких туроператоров, игроков рынка. У меня есть очень хороший друг в Австралии. Его зовут Тим Коуп. Он просто очень медийное лицо. Он в свое время, чем он знаменит в Австралии? Его знают в Австралии все. Он начал путешествовать по шелковому пути в 19 лет на велосипеде. Потом он совершил на лошадях путешествие в течение 3,5 лет по шелковому пути и написал бестселлер, снял фильм. Вы прямо можете найти Тим Коуп, Копе, C-O-P-E. Такой кусок в Казахстане, например. По-моему, через Киргизстан он не прошел. Но он один из лучших послов шелкового пути. Значит, что с этим вот... Для него это был transformational опыт такой жизненный. И он об этом... Проводят конференции, за которые платят там бешеные деньги, кстати. Но он у меня выступал бесплатно в Монголии, в Казахстан. Я его привозила на конференцию. Он такой вот действительно страстный посол шелкового пути. И он каждый год, крупный туроператор, австралийский, продают его туры в Монголию. Он пэкэджд, вот именно кочевнический образ жизни. К нему прям очень трудно попасть. Люди платят достаточно большие деньги за эти поездки. У него очень responsible tourism. От его поездок остаются так большие, так скажем, хорошие деньги у местных кочевников и так далее. Он поддерживает, так скажем, местных кочевников. Но это там полное погружение. Полное. То есть они оставляют часы, телефоны, даже часть одежды и так далее в гостинице в Улан-Баторе и полностью переходят на кочевнический образ жизни. Такой достаточно экстремальный турпродукт. Я просто... Как раз он у меня выступал в Монголии на конференции, и как раз закончился его тур, и я разговаривала с его туристами. Там был 13-летний мальчик, у которого просто глаза горели, и он прям было видно, что это был экспириенс его жизни и так далее. Было очень интересно.
Но, конечно, сам Тим Коуп, он совершенно погружен, он знает очень хорошо кочевническую культуру, он потрясающий рассказчик. Он, кстати, достаточно хорошо владеет русским языком. Поэтому, если у вас когда-то будет какая-то конференция, очень хорошо его бы пригласить, потому что он действительно такой вот понимает эссенцию вот кочевнической культуры и шелкового пути и так далее. И вот таких людей, кстати, очень интересно привлекать и показывать, кроме того, так скажем, местному населению и так далее. У него был... Он, кстати, смог привезти, ему казахи подарили собаку, Тиган назовется, он всего лишь год назад умер в Австралии, ему удалось, 3 года работал над тем, чтобы привезти эту собаку в Австралию. И сейчас он написал бестселлер очередной, и это действительно бестселлер, посвящен этому собаке и своему путешествию по шелковому пути. Это специально для подростков. И очень пользуется большой популярностью. В Амазоне, по-моему, все уже продано и так далее. То есть это тоже вот смотрите на таких людей, которые... Кстати, я тогда... По-моему, в Казахстане у меня была конференция, и его привезла туда, и мы сидели рядом с министром туризма Монголии, тогда женщина была, которая очень хорошо говорила по-русски. И я сказала, вот останьтесь на его выступлении, вы знаете, как министры приходят, жмут руки и уходят там на свои совещания и так далее. Вот, но я ее уговорила и сказала, вы останетесь обязательно. Перенесла даже ее встречу с генеральным секретарем тогда на другое время. И генерального секретаря убедила, что надо послушать этого человека. И они, конечно, сидели с открытым ртом, потому что это уникальная, так скажем, возможность получить как бы вот впечатление путешественника, которое действительно, это было путешествие его жизни. Так вот, я сказала министру монгольскому, говорю, вы его должны сделать послом туризма в Монголию. И она говорит, хорошая идея. И тогда я пошутила. Говорю, еще медаль ему надо дать за то, что, как он продвигает Монголию. Но это была шутка. Но монгольцы, они очень такие интересные, скажем, люди. Через 2 года ему, я смотрю, он мне шлет послание, говорит, Алла, меня сделали послом туризма в Монголию, и мне медаль дали президента. И это было, кстати, на BBC, то есть он такое медийное очень лицо. И, короче говоря, действительно это стало. И он сейчас очень продвигает Монголию, действительно он много сделал для продвижения. И вообще шелковый путь в Австралии связан с его именем. Сейчас важно, конечно, сплачивать туриндустрию, и чтобы было проводить вот вебинары дополнительные и так далее, какие-то внутренние брейнсторминги, там, think tanks, то, другое, и чтобы туриндустрия чувствовала, что все вместе в одной лодке, скажем, что в общем-то, что есть свет в конце туннеля, короче говоря, и что это возможность позиционироваться и смотреть, скажем, на лучшие примеры мирового туризма. Вот. Однозначно. И если про это пошел вопрос, я уже спрошу в лоб, как по-свойски, скажем так. Для нас важно, чтобы наши турпродукты продавались, эти же трекинги, эти же конные туры, да. Знаем, что есть большие выставки, вот Adventure Tourism Fest, да. Как правильно нам позиционироваться, потому что мы небольшая туркомпания, у нас нету крупных партнеров по центральноазиатскому региону, да.
Не сказать, что будет после ковида тоже такие продажи или потоки. Вот как бы вы посоветовали именно, чтобы мы смогли обеспечить продажи? Возможно ли найти потенциальных партнеров, именно которые заинтересованы в Кыргызстане, как в приключенческом туризме? Мы готовы их бесплатно встретить, сделать фам-трип, но чтобы у нас были завязки на будущее. Как вы думаете? Можно, можно. Вам, конечно, надо с маленькими специализированными туроператорами, такие как, и не столь маленькими, как Wild Frontiers, конечно, те, которые занимаются очень таким приключенческим туризмом. Тоже зависит от того, на какие рынки вы смотрите. Понимаете, тоже вы можете предлагать турпродукт, но как там с воздушным сообщением? Вот. То есть надо очень... Я знаю, что у вас перед пандемией шел процесс типа в сторону открытого неба и так далее. Но воздушное сообщение, это, конечно, для вас это один из главных факторов того, что даже сможете вы потом коммерциализировать этот продукт, который вы предлагаете или нет. Как этот компонент решается? Потому что, конечно, туристы будущие захотят лететь, во-первых, более прямым рейсом, которым только возможно. Пока что прогноз, что люди, путешественники в основном будут ездить на своей машине или на поезде, потому что поезд почему-то создает вот это впечатление. Ну, во-первых, не надо через аэропорт проходить, там впечатление более надежного вида транспорта. Извините. Сергей, извини, я на проводе с Кыргызстаном, я тебе перезвоню пока. Вот. Поэтому потом будет более, так скажем, выбор идти на рейсы, где не надо там 2 трансфера делать там, или более прямые рейсы. И потом, кроме того, все зависит от сегмента рынка, на который вы тоже ориентируетесь. Потому что сейчас появляется, так скажем, новый сегмент рынка, который уже после миллениалов. Конечно, миллениалы будут более так первыми, которые полетят куда-то далеко и так далее. Но более молодое поколение, которое вот только-только вышло из университета, и у них сейчас не будет возможности получить работу в Европе, потому что сокращение рабочих мест и так далее, не только в Европе, но и, так скажем, во всем мире. И вот это, на него сейчас смотрят как вот новый сегмент, вот те, которые выпускники университетов, и у них будет время, но не будет, так скажем, работы, но которых, так скажем, субсидируют родители для поездок. И этот год они, возможно, или какое-то время они используют для достаточно длительных поездок, которые бы... Вы знаете, многие страны, не многие, есть страны, которые сейчас смотрят на этот сегмент и предлагают даже возможность работы в их стране, как Таллин, Эстония, например. Они сейчас рабочую туристскую визу вводят. Как вы знаете, появился новый сегмент, например, Digital, потому что сейчас не ясно, что с ним будет. Digital Nomads, так называемые, которые могут работать с любой точки мира, да, где-то там жить по 3-4 месяца и так далее. Но и был конфликт, так скажем, формальный между их пребыванием в виде туриста, то есть по туристской визе, и тем, что они одновременно работали, хотя и не в этой стране и так далее.
То есть как бы незаконно работали, будучи туристом, формально говоря. И вот, например, в Австралии уже давно существует такая рабочая виза, то есть они по туристской визе, есть туристская виза особая, по которой приезжают, например, те же самые англичане, живут год там по туристской визе, одновременно работают, зарабатывают там, но работают внутри страны, потому что им нужны там сбор урожая, например, такие вещи. И они там же тратят эти деньги на поездки. Это очень интересный формат. Может быть, не столь подходящий для Киргизстана, но такой существует. И вот сейчас Эстония, которая сейчас является самой цифровой страной в мире, где цифровые технологии, вплоть до парламент цифровой и так далее, они сейчас вводят туристическую рабочую визу, то есть где вы можете работать где угодно, жить там длительное время и так далее. То есть вот такой достаточно интересный сегмент, который, если вы для них создадите такие особые условия в Киргизстане, то, возможно, они приедут и будут даже жить некоторое время в Киргизстане и путешествовать по Центральной Азии. Вот. Но это очень специализированно, это очень такой точечный. Если мы говорим, вот возвращаясь к вопросу предыдущему, если мы говорим о том рынке, которым вы раньше пользовались, так скажем, то, конечно, нужно добавлять больше. Ну, во-первых, то, что небольшие группы будут, это в вашу пользу, потому что, мне кажется, в Киргизстан в основном, да, по приключенческому туризму приезжали небольшие группы, да, если я не ошибаюсь, возможно. Вот, конечно, в вашу пользу то, что вы имеете возможность вывозить их в места, в которых нет скопления людей, то есть одному там можно где-то выйти, это надо продвигать. Это будет играть, конечно, роль. И еще, конечно, компании, вот сейчас, что делают такие продвинутые очень дестинации, да? Они проводят кампании, что особенно во время, когда был пик пандемии в Европе, что, дескать, мы с вами, мы вас ждем, keep safe, и мечтайте keep safe and dream about travel. И многие очень интересные компании есть, онлайновые. Португалия, например, очень признана. Вот я смотрела сайты, где рейтинг так удачных маркетинговых компаний приводится. И вот одна из самых таких в этих рейтингах разных, одна из компаний, которая признавалась одной из лучших, это вот португальская во время пандемии. Вот. Но нужно, конечно, я не знаю, на каком уровне, Аиша, вы работаете со своими партнерами. Может быть, нужно проконсультироваться у них, в какой момент вам просто выйти на рынок вот с такими там keep safe, dream about Kyrgyzstan, adventure is waiting for you on the Silk Road, такого типа. Напомните о себе, так скажем, своими просторами там и так далее. Вот. Потому что для этого тоже нужно правильный момент. Если вы там во время пандемии не были, то надо выбрать правильный момент в сетях, в
социальных, когда вот выйти с таким вот лозунгом. И в это не надо вкладывать особенно никаких, это все бесплатно, как вы знаете, надо просто, может быть, вот тоже хороший момент, можно среди ваших студентов, которые сейчас ничем не заняты, там, факультета по туризму или журналистике и так далее, провести такой небольшой статусный конкурс, можно сказать, на лучший там постер, на лучшее там продвижение того же самого приключенческого туризма в социальных сетях и так далее. Вот я всегда говорю, для таких компаний очень хорошо привлекать университеты, студентов, делая конкурс и чем-то их награждая. Вы можете наградить даже экскурсией, вы можете, я не знаю, поездкой или каким-то знаком, или какой-то фигурой, там, я не знаю, переходным знаменем, еще чем-то. Но, по крайней мере, они сделают какой-то вклад, научатся, может быть, университет может это записать как, не знаю, часть курса и так далее. Вам большое спасибо. Нам на самом деле было очень приятно. Мне, по крайней мере, не знаю, как моим коллегам, очень было приятно услышать такие вещи, которые действительно не пишут в книгах и в журналах. И знаете, то, что вот можно, вот знаете, как бы взять и увидеть, да, так представить это. И еще транслировать это на нашу, да, реальность. Поэтому вам большое спасибо, Алла, за ваше время. И я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча, как уже было сказано нашими коллегами из организации «Кыргызтуризм». Мы всегда рады нашим гостям и надеемся, что в скором времени, когда все это у нас как бы разрешится, у нас будет возможность встретиться еще в офлайн и обсудить уже с большим, может быть, участием наших партнеров и клиентов проекта какие-то вещи такие очень интересные, важные для их бизнеса. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо, Алла, большое. Спасибо. Берегите себя. До новых встреч. Спасибо вам огромное. Тоже здоровья, берегите себя. Все это пройдет. Спасибо. Туризм, может быть, будет другим, но будет. Так что нам это еще продолжать жить, работать, да, туризм, путешествовать. за туризмом будущее. Людям уже вещи не нужны. Людям нужен опыт, впечатления и память, ощущения. Да. Да. Сейчас это важнее, чем вещи. И поэтому у нас, наверное, еще много работы по развитию туризма. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, дорогие Спасибо. коллеги. Спасибо. Спасибо всем, коллеги. Спасибо. До свидания всем. Берегите себя и успехов. До свидания. Спасибо.